Верующие Северной Осетии выразили протест против карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо». Чувства мусульман всего мира были задеты. Духовенство Северной Осетии едино во мнении, что случившееся во Франции – провокация для раскачивания ситуации в мире. Мы все мусульмане, мы обязаны любить всех абсолютно пророков, начиная от Адама, заканчивая Мухаммадом, алейхимуссалям. Это является обязанностью каждого мусульманина. И честь каждого пророка является святым для мусульман. Их честь, она является запретной для любого человека. И то, что произошло во Франции, это оскорбление четверти населения земли. Вся страна следит за ситуацией во Франции. Акции протеста катятся стремительной волной по миру. Не стали отмалчиваться и в России. Около полумиллиона человек собралось на главной площади Грозного. Выразить свой протест съехались и представители духовенства соседних республик. Шутить с исламом нельзя, убежден президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Его позицию разделяют и мусульмане Осетии. Я думаю, не только представители мусульманской конфессии это задевает. Я думаю, это должно задевать представителей всех конфессий. И не только конфессий, а даже простых людей, которые имеют определенную какой-то взгляд в этой жизни. Карикатура не должна касаться вообще любого человека, она должна касаться человеческих пороков. Тут как бы такая граница, которая должна присутствовать. Мусульмане всего мира призывают к ответственности руководства Франции за насмешки в адрес пророка Мухаммеда. В свою очередь правительство оправдывает действия журнала «Шарли Эбдо» так называемой свободой слова. Мне кажется, это не свобода слова, это больше как бы нарушение законов, всех законов, и нравственных, и моральных, и даже законов. У нас бы это расценивалось в России как разжигание межрелигиозной розни. Они это объясняют как свободу слова. Журналисты «Шарли Эбдо» должны понять, что, посягая на религии и насмехаясь над ними, они действуют как террористы, пытаясь разжечь межконфессиональную рознь. Они прячутся за так называемую свободу слова, в том числе ставя под удар авторитет мирового журналистского сообщества. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.